в Калмыкии готовят какое-то совершенно фантастически вкусное блюдо «баран в земле». Никогда ничего вкуснее не ел. Михаил, вы что-нибудь знаете о нем? Вячеслав Думаров, город Якутск. Это блюдо не только фантастически вкусное. С этим блюдом связана очень интересная история. Давайте поедем в Калмыкию и сами все увидим. Пока хозяева убивают барашка, я не хочу на это смотреть. Понимаю, что и вы не хотите. Мне сказали, копай яму. Зачем копай? Я хотел вам рассказать про самое вкусное блюдо, которое делают из барана. Самое. Делается небольшая яма. И в ней разводится огонь. Будем жечь мы кизяк. Здесь степь да степь кругом. И нечего, кроме кизяка, и жечь. А кизяка здесь много. Кизяк. Ароматно. Экологически чистое. Что, зажигать будем? Пастухи были люди не самые богатые. У них были хозяева, у которых принадлежали эти бараны. И вот так вот там бараны, там бараны, там бараны. И пастухи собираются. Если им хочется, они выкапывают такую ямку, кладут туда перекати поле, кизяк, зажигают костер и греются, сидят вокруг него часов 12, прожигая ямку, пока хозяин ничего не подозревает. Сидят пастухи и греются около ямки с огнем. Когда делаешь это блюдо бедняков, а по-моему, ничего вкуснее не может быть, чем то, что сейчас мы приготовим, очень важно правильно разделать тушу, не рубить, а по суставам ее расчленить, скажем так. Потому что вот этими всеми кусочками мяса мы начиним желудок, ну, вернее, рубец. Потому что если мы порубим это топором, то осколки кости порвут желудок, в который готовишь, и тогда тушенки сочной в собственном соку не получится. Так, вы видите этот мешок, в который Баттер начиняет мясо всего лишь с луком и солью, больше ничего. Потому что откуда у бедного калмыка были даже деньги на перец? Ни на что денег не было, луковичку где-то цопнули, и соль всегда под рукой. Такой маленький желудок вмещает целого барана. Он увеличивается в 4 раза, правильно? Это что за кишка? 12-перстная кишка. Я знаю, у нее язва бывает. Вот у 12-перстной кишки бывает язва. А в данном случае я никогда не видел, как красиво выглядит 12-перстная кишка, когда и запираешь мешочек. Оставляем угли, прокалившиеся стенки. Все это создает вот эту духовку естественную. И на прослойку из углей мы кладем, как это забыл, кюр называют, кюр. Так, барабанная дробь. Кизяк. Всегда красиво. Экологически чисто. Ароматно. Тепло. И ни один владелец украденной овцы не поймет, что она сейчас находится под нашим костром. Что, уже все? Нет, прошло только 4 часа. Еще нам сидеть, так, часов 20. А уже ночь. Ну что, сутки еще не кончились? Вот все уже подходит. Подходит? Сутки заканчиваются, да, уже хорошо. Так, там хозяин едет. По-моему, едет хозяин. Так, все.
Все. Ой, что делать-то? Может, как-то... Мендет, Мендет. Югизу надо. Ай, кит, газа. Ай, я сам я, мен сахарсы. Ну что, ушел? Обошлось? Все нормально. Не вернется? Нет. Чудом сейчас. Нас застукали, чудом. Ну все, его нет. Так, Сила, да. как хочется есть. Как же сутки здесь просидели. Если бы сейчас пришел хозяин и выкопал бы наш кюр. Так, ой, какая красота. Ой, вот. Получилось. Кюр. Самый настоящий кюр. Неужели мы вдвоем это съедим? Может быть, кого-нибудь угостить? Да некого. Одним придется есть. Вот. Потихонечку собирается. Ну что, богам надо сначала, да? Ой, какая. Вот это вот. Это невообразимо вкусно. Мягко. Это действительно тушенка, только настоящая. Стоило сутки вот тут просидеть, чтобы вот такую попробовать нежную баранину. Это не слыхано. Посмотрите, нет, вы посмотрите только.